В средние века была хорошо известна книга, в которой рассказывалось о Земле. Ее автор – монах из Александрии Космо Индикоплов, живший в VI веке, в молодости побывал в Азии и Африке, а затем написал книгу о том, как устроен земной шар, и дал ей название. Оно такое длинное. «Христианская топография Вселенной», основанной на свидетельствованиях Священного Писания, в коем не дозволяется христианам сомневаться. В книге было много интересных рассказов о тех местах, где побывал Индикоплов, и наряду с ними масса выдумок о Земле. Учение о ее шарообразности он считал еретическим. Земля, по его мнению, громадный четырехугольник, покрытый небесной твердью и обнесенный высокими отвесными стенами. За твердью небес находится Царствие Небесное, там же хранятся запасы воды. Ангелы открывают в небесах отверстия, и на землю выпадает дождь. Солнце, луну и звезды по небу передвигают тоже ангелы. Каждую ночь солнце скрывается на севере за огромной горой. На плоской земле есть один океан и 4 залива – Римский, Аравийский, Персидский и Герканский, в скобках Каспийский. Плавать можно только в этих заливах. На крайнем юге земля необитаема, потому что там царит сильнейшая жара. В заливах есть острова, на которых живут змеи с девичьим лицом и голосом. Подобных географических «открытий» в кавычках в книге Александрийского монаха было множество. Но зато все изложенное в ней полностью соответствовало Священному Писанию и потому не подлежало сомнению. И христианский мир в течение многих веков принимал все утверждения Космы Индикоплова за непогрешимую правду. Так было до XVI века, пока в закоснелую жизнь Средневековья не ворвалось новое время – эпоха великих географических открытий. Это отрывок из книги «И вечный поиск». Автор Владимир Андреевич Мезенцев и ссылка на источник. О чем рассказывают средневековые карты о форме Земли? Меня уже давно интересовал вопрос, какая на самом деле форма нашей Земли? Поскольку я понял, что она совсем не такая, как ее описывают наши учебники. Основывался я при этом не на фанатичной убежденности, а на некоторых фактах, о которых я уже не раз упоминал ранее в своих постах. Например, о таких фактах. Игнорирование официальной наукой сведений о наблюдении поверхности Земли и стратосферы, полученных во время полетов на стратостатах швейцарским ученым О. Пикаром. Повсеместное использование технологий рыбьего глаза в иллюминаторах авиалайнеров, в современной фото- и видеоаппаратуре, в том числе и при показе официальных фото и видео с орбиты Земли и стратосферы. Использование компьютерных мультимедийных технологий для изготовления изображений, которые выдаются за официальные фото Земли из космоса, на примере агентства НАСА. Наличие на фото и видео советских космонавтов с высоты 300 километров над Землей линии горизонта в виде прямой, а не выпуклой линии. Все это явно свидетельствует о том, что наша Земля отнюдь не шарообразная, а имеет какую-то другую форму. Надо сказать, что теми силами, что старательно скрывают от нас правду, была разработана еще одна концепция, уводящая нас в сторону от истины – концепция плоской Земли. А сделано это было, чтобы растащить человечество на шароверов и плоскоземельщиков, столкнув их лбами между собой, как раз в полном соответствии с принципом захватчиков «разделяй и властвуй». Учитывая все это, я сразу же заявил обоим сторонникам этих концепций, что я не поддерживаю ни одну из них. И вообще, призываю всех людей никому слепо не верить, а верить лишь своим собственным глазам. Потому и окончательные выводы можно делать, только убедившись лично, как именно выглядит наша планета из космоса.
В соответствии с этим любые утверждения могут быть озвучены только в качестве гипотез, а не якобы доказанной истины. И вот, изучая карты прошлого, я наткнулся на одну малоизвестную средневековую карту, официально датируемую 1548 годом под названием «Универсальная космография», которая, возможно, проливает нам свет на то, как представляли в те времена нашу планету передовые люди того времени. Удивительно, но автор этой карты неизвестен, а сама она настолько сильно отличается от всех привычных нам карт, что заслуживает особого внимания. Судя по этой карте, наша планета представляет собой не шар, а что-то напоминающее тор с достаточно большой вогнутостью на полюсах. Мы прекрасно это видим по северному полушарию, поверхность которого с приближением к полюсу превращается из выпуклого в вогнутое, так что образует собой чашу. Карта Птоломея. Удивительно, но античная карта Птоломея тоже изображает нашу планету в таком же виде. Карта Птоломея. А ведь нам в учебниках истории рассказывают сказки о том, что все древние карты якобы были плоскими. Есть еще одна интересная карта неизвестного картографа из книги, датируемой 1535 годом, которая почти аналогична карте Птоломея. Почему-то в некоторых источниках эти карты называют картами плоской Земли. Но лично мне кажется, что они совсем даже не плоские. Судя по ним, форма Земли скорее напоминает тороид. Только именно этот факт от нас старательно и скрывают, хотя и не совсем понятно почему. Кстати, самая первая карта мира Меркатора, датируемая 1538 годом, тоже показывает нам Землю весьма непривычной формы. Карта Меркатора 1538 года. И, как мне кажется, здесь наша планета тоже изображена в виде тора, а не шара. Так может быть, это и есть настоящая форма Земли? Ведь не случайно все более поздние карты, приписываемые, например, тому же Герхарду Меркатору, имеют явные признаки фальсификации, а планета на них изображена в виде шара. Карта Меркатора 1569 года. Почему-то кому-то очень нужно, чтобы мы считали нашу Землю как раз шарообразной или, на худой конец, плоской. Может быть, это все потому, что форма тора может помочь нам заново открыть утраченные нами и ныне запретные технологии цивилизации Золотого века? Конечно, все высказанное мною – это только гипотеза, но надеюсь, что людей, не утративших способность к самостоятельному мышлению, она хотя бы заставит задуматься. 26 июня 2021 года. Автор Михаэль 10.10.63. И ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-рассказ, Юрий Шатохин, Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео. До свидания.